Добрый вечер, дорогие друзья. 31 мая, вторник, на часах в Якутске 19:08. Вы смотрите в прямом эфире «Арену событий», программу для тех, кто хочет знать события в лицо. В студии Владимир Сенюшкин. Прямой эфир. Как всегда, в прямых эфирах мы рады вашим звонкам, рады интерактивному общению с вами. Телефон, по которому можно дозвониться нам в студию, вы видите на своих экранах, 35 33 10. Звоните, пожалуйста. Сегодня у нас в гостях заместитель директора Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия по библиотечной работе Ольга Афанасьева. Ольга Ильинична, добрый вечер. Добрый вечер. Да. Ольга Ильинична, поводом таким для нашей встречи, это же, конечно, послужил Общероссийский день библиотек. 27 мая он отмечался, в пятницу. Как прошел профессиональный праздник у вас? Этот день мы отмечаем, конечно, всегда, каждый год, вот уже в течение 21 года, то есть 22 раз уже. В этот день у нас самым основным событием вручение премии главы нашей республики в области библиотечного дела имени Ивана Ивановича Крафта. Вот в этом году у нас в номинации «Библиотека года» библиотекой года стала научная библиотека Северо-Восточного федерального университета. Да, а библиотекарем года стала директор Якутской централизованной библиотечной системы, то есть города Якутска, Карина Георгиевна Карачина. И наши поздравления. Да, есть еще одна номинация «Попечитель меценат», и там стал известный предприниматель Мамедов, Алиш Мамедов. Понятно. Еще один маленький такой повод для нашей встречи. Вот такой мостик со вчерашним разговором. Вчера в гостях была министр образования Республики Саха-Якутия Феодосия Габышева. Мы с ней говорили о многом, в том числе и о билингвальном образовании, которое надо давать, да, полилингвальном. Ну хорошо, а как библиотеки, участвуют ли они сейчас в образовании и просвещении? Вот мне очень нравится слово «просвещение». Участвуют ли они в той же мере, в той же степени, как это было когда-то? Или это все-таки как-то так на убыль идет? Вы знаете, сейчас вот есть такой документ, который утвержден Министерством культуры. Он называется «Модельный стандарт общедоступной библиотеки». И вот в этом документе, он в 2014 году был утвержден, библиотека общедоступная, в первую очередь, это культурно-просветительский центр. То есть, да, слово «просвещение» вы не случайно сказали. Скорее, да, не столько, может быть, образование, сколько просвещение, но это все взаимосвязано, конечно. И библиотека, я считаю, продолжает оставаться таким вот культурно-просветительским центром. И надо сказать, что вот особенно в последние вот несколько лет заметно такое оживление работы библиотек в этом направлении. И люди действительно тянутся, приходят. Просто формы, конечно, меняются этой просветительской деятельности. Это как и раньше, конечно, тоже лекции, но есть и другие формы, которые, ну, допустим, какие-то, может быть, игровые, типа квеста. Это тоже все равно, это умножение своей. Да, у нас конечно. Они немножко, может быть, и другие, нацелены именно на познание, на получение какой-то дополнительной информации или поиск информации. Вот, кстати, в День библиотек у нас был, я не сказала, был День открытых дверей накануне. Там тоже был квест для читателей по поиску книг, по поиску информации. Ну вот буквально сняли у меня с языка, что называется, следующий вопрос. То есть как ведется пропаганда чтения? Вот она ведется вот этими вот подходами, этими методами. По-разному, да. Ну, я не могу опять не назвать один документ, но без этого никак, потому что мы на него и ориентируемся, но более того, мы сами его и разрабатывали. Это концепция поддержки и развития чтения в нашей республике. В 2012 году была принята, и мы вот в соответствии с ней работаем. И все библиотеки, ну там очень, я не буду, конечно, на ней подробно останавливаться, но формы сейчас очень разнообразные. И стараемся сделать так, чтобы было интересно для
всего населения разных категорий. Ну, взять хотя бы «Библионочь», такая акция. Это, конечно, не Да, мы да, придумали, да. но мы в ней активно участвуем. Вот 5-й раз уже в этом году проведено. И под нашим подсчетом чуть ли не 2000 человек посетили нашу «Библионочь». Ну, имеется в виду... А сколько вообще, вот согласно, наверное, вы ведете дневник библиотеки, да? Сколько вообще читателей в национальной библиотеке? В национальной библиотеке у нас 34 тысячи читателей. Вот. Ну, посещение где-то около 170 тысяч. И выдается порядка, ну, более 600 тысяч, около 700 По тематическому тысяч, да. спросу оцениваете, что сейчас спрашивают Да, люди? конечно, Если- да, конечно. Ну, в принципе, вы знаете, вот структура, она не очень сильно меняется, но только если смотреть очень-очень... Вот мы сейчас по Да. структуре продолжим. Мы Да. сейчас вынуждены прерваться на рекламную паузу. Мы вернемся в студию через 2 минуты и продолжим арену событий. Мы вновь в эфире. Продолжаем арену событий. Я напомню, что у нас сегодня в гостях заместитель директора Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия по библиотечной работе Ольга Ильинична Афанасьева. Ольга Ильинична, продолжим, пожалуй. Мы остановились на структурном спросе, на тематическом спросе. Оценивает ли библиотека его? А если оценивает, то, соответственно, дозаказывает ли книги вот по тематике, пользующиеся наибольшим спросом? Да, конечно, мы ведем такой учет статистически, обязательно. И стараемся соответствовать. Но вот когда мы комплектуем свои фонды, мы учитываем и то, что вот читателям не хватает, то есть ведется анализ отказов и анализ спроса. Естественно, комплектаторам помогают в этом сотрудники обслуживающих отделов, вот, которые непосредственно в читальных залах, в абонементе работают, естественно. И потом у нас сейчас появились наши вот молодые сотрудники, автоматизаторы, сотрудники отдела информационных технологий разработали такую вот небольшую программу и на информационном киоске разместили, ну, то есть там можно, вот, пользуясь через информационный киоск, читатель может написать, что он считает нужным для фонда библиотеки. Сейчас, кстати, многие библиотеки стали использовать на сайтах, например, ну, вот у нас Чего пока пишут этого нет. читатели, чего они хотят? Чего они хотят, какие книги они хотят, или что они считают, Нет, что а нужно заказать. какие же они хотят? Ну, вы знаете, очень сложно Разные? сказать, разные, конечно, но в основном вот очень много по современной художественной литературе, но это Ну, очевидно. хорошо. Но, видимо, киосками все-таки пользуются больше молодые, и молодежь, конечно, вот считает, что у нас все-таки, хотя мы заказываем, но считают, что не всегда поспеваем, к сожалению. Вот. Не то чтобы отслеживать, мы отслеживаем, но достаточно длинный процесс поступления, Да, это понятно. да, книг в наши фонды. А приходят ли молодые специалисты на работу? Да. И в каком количестве они приходят, Вы если можно знаете, так вот спросить? буквально недавно у нас вот очень хороший вопрос вы задали. У нас недавно, буквально вот как раз на встречу Дня библиотек, состоялась творческая лаборатория молодых специалистов библиотек, и не только нашей библиотеки, но и других библиотек города. Они вот на этой творческой лаборатории они рассказали о своих проектах. И вот мы посчитали, сколько же у нас молодых специалистов, ну, правда, я могу сказать только про нашу библиотеку. Вы знаете, около 60 человек, это почти треть нашего коллектива, наших Да, специалистов. да. Это достаточно много. Это И в серьезно. основном это выпускники нашего Арктического института культуры и искусств. Мгм, понятно. То есть, да, местные кадры мы готовим здесь на месте в основном. И вот приходят местные кадры. Вот с чем они сталкиваются? Я такую маленькую подводку сделаю. 2016 год в Якутске, во всяком случае, объявлен годом труда. Вот у меня есть такая интересная статистика. Швейцарский банк UBS подсчитал среднее количество рабочих часов за неделю в крупнейших городах мира. Меньше всего работают в Париже, 30 часов в неделю. Больше всего в Гонконге, 50 часов в неделю. Ученые полагают, что к 1945 году половина населения Земли может вообще лишиться работы, поскольку к этому времени высокоразвитые роботы смогут полностью выполнять функции человека. Как с рабочей неделей, каков рабочий график в библиотеке?
Рабочая неделя, как у всех, но поскольку у нас у нас в основном работают женщины, а женщины-северянки имеют право на несколько сокращенный рабочий день, да, 36 часов, мужчины 40. Ну а график у нас, конечно, работает двухсменная работа, потому что библиотека работает с 10 до 8, но, естественно, вот те, кто на обслуживании, они работают. Отпуска у нас хорошие. Ну, как в республике. Да, да, да. Все льготы, естественно, они распространяются. А вот по льготам, есть ли какие-то льготы по вредности, за вредные условия труда? Ведь не секрет, что библиотека книжная пыль, ну, это просто бич такой аллергенный. Да, к сожалению, это есть. И в нашей библиотеке тоже. Вот недавно мы завершили очередной цикл аттестации рабочих мест. Ну, выяснилось, что, конечно, есть такие рабочие места, где вредность превышает, вот, вредные факторы превышают допустимые, и оплачиваются соответствующие доплата к заработной плате сотрудникам вплоть до 12%. Вот вы сказали по молодым, кстати, сотрудникам, практически треть, да, это молодые люди. А есть ли какая-то статистика по мужчинам, занятым в этой области? Я не случайно спрашиваю, книги есть кому разгружать, потому что это нелегкий труд. Статистики как таковой нет, но надо сказать, что в нашей библиотеке мужчины все-таки работают. И вот особенно в последние годы, когда стали внедряться современные информационные технологии автоматизации библиотек, мужчины у нас, ну, они и раньше были, но сейчас есть мужчины. Но надо сказать, что они не всегда разгружают. На это есть у нас рабочие, да, хорошо. Да, есть у нас. Хорошо, у вас. Хотя, конечно, иногда приходится принимать участие и женщинам. Ну, понятно. Да. Ну, вот мы заговорили о комплектации, о комплектовании. Регулярно ли новые поступления? Как вообще осуществляется комплектование? Кто следит за новинками и за книжками, которые получили, ну, различные, может быть, литературные премии? Потому что вот вы же говорите, что спрашивают современную художественную литературу. Книжки, получившие премии республиканские, российские, международные, они заказываются ли? Комплектованием фондов, ну, то есть приобретением книг в наших книг и других документов фонда занимается у нас специализированный отдел комплектования. Ну, достаточно большой он, хотя жалуются, что не хватает у нас все-таки рабочих рук и умов. Они в основном отслеживают, но кроме этого участвуют, как я уже сказала, и те, кто работает на обслуживании. Вот. Что касается литературных премий, ну да, мы тоже за этим следим. У нас есть еще специализированный отдел, который вот занимается поддержкой чтения. Они тоже в этом участвуют, отслеживают, какие есть премии и кто стал лауреатом. Но, к сожалению, конечно, мы стараемся их приобретать, но опять вот тоже довольно длительный процесс. Кстати, он связан еще, да, он связан еще вот с известным законом 44 о контрактной системе, который, к сожалению, задерживает этот процесс. Не жаловался на него только ленивый, по крайней мере. Не скажу ругал, но жалобы все-таки так или иначе, ну, будем объективны, они есть, они существуют, конечно. Существует ли МБА, межбиблиотечный абонемент? Обмен между... Да, он существует и в традиционной форме, и в форме электронной доставки документов, то есть электронных копий документов. Да. Хотя, конечно, справедливости ради надо сказать, что по сравнению с, допустим, 80-ми годами, 70-ми, объем обмена уменьшился, конечно. Сейчас люди хотят получить все здесь и сейчас, да? Поэтому, конечно, электронная доставка документов развивается, хотя тоже не совсем теми темпами, которыми хотелось бы. Вот. Но, наверное, потому что это все-таки в какой-то частично платно. Вот. Но еще хотелось бы сказать, что больше люди интересуются теми электронными ресурсами, которые... А вот давайте о них поговорим. Как библиотека осваивает современные средства технические?
Ну, вообще, вот этот процесс так называемой автоматизации Да. библиотек, или внедрения современных информационных технологий, тут терминология разная, но суть в том, что, да, стали внедряться современные средства, где-то начиная уже с начала 90-х годов в нашей республике, ну, вообще-то в библиотеках и пораньше. Вот. И первые компьютеры появились, потом интернет. Сейчас у нас где-то около 70% библиотек республики имеют доступ в интернет. Но этого, конечно, недостаточно. Ставится задача, естественно, 100%. Вот, потому что без этого сейчас уже современная библиотека не может обслуживать своих читателей. Как я говорила, они хотят быструю информацию. И не только в виде традиционных печатных изданий, но они, в общем-то, сейчас растет востребованность электронных ресурсов. Кстати, даже вот у нас статистики появились, мы уже учитываем и объем вот этих ресурсов, и выдачу. А электронный обмен с другими библиотеками? Вы знаете, как это осуществляется? Библиотеки осуществляют, ну, как бы подписку, да, то есть как бы покупают доступ на определенное время, да, к ресурсам каким-то электронным, не обязательно это библиотечные, принадлежат библиотекам, это так называемые агрегаторы. И вот эти ресурсы, они достаточно хорошо востребованы. Кстати, вот электронная библиотека диссертации очень востребована. Да. На иностранных языках базы данных Очень неплохо хорошо, востребованы очень хорошо. тоже, да. Хотя, конечно, хотелось бы еще больше востребованности, но я думаю, что это дело будущего. Ольга Ильинична, не обойтись без одного вопроса, но ответ попрошу короткий, наверное. Да? Коррелируете ли вы как-то свою деятельность с двумя законами? С 436 ФЗ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, и с 114 ФЗ о противодействии экстремистской деятельности. Я знаю, что это важно. Да, обязательно. У нас, как подструктура нашей библиотеки, есть Центр для детей и юношества, может быть, телезрители не все знают, который обслуживает детей от нуля и дальше, да, и выше. Естественно, фонды обязательно комплектуются с учетом этого закона. И кроме того, там же тоже есть доступ в интернет, и, конечно, наши сотрудники отслеживают, чтобы не было... Да, просто сейчас это на слуху достаточно и важно. Да, чтобы наши юные читатели не могли получить доступ к какой-то вредной для них информации в интернете. А что касается закона об экстремизме, то есть специальный список экстремистской литературы, мы отслеживаем обязательно. Вот я хотел это услышать. Год благоустройства в республике, а у вас по обеспеченности зданием хватает ли? Меньше минуты осталось. Вы знаете, к сожалению, не хватает. У нас уже фонды некуда, вот новое поступление некуда уже поставить. Основное здание нашей библиотеки на 500 тысяч рассчитано при 1,5 миллиона. У нас есть проект новой библиотеки, и, к сожалению, пока не реализован. И, конечно, хотелось бы, чтобы новое здание было построено. Без него нам будет очень сложно дальше. А мы на контроль возьмем. Я напоминаю, что вы смотрели «Арену событий». В гостях у нас была заместитель директора Национальной библиотеки республиканской по библиотечной работе Ольга Ильинична Афанасьева. А я хочу закончить вот какой цитатой от Сергея Довлатова. Нет географической провинции, есть провинция духовная. Всего вам доброго. До свидания.